Ну что, ребята, всем привет. Морозы, морозы, еще раз морозы. Температура воздуха, ребят, ниже 30 не падает. Утром морозик, днем немного подпустит и вечером опять мороз, ночь мороз, ребята. Сейчас даже встану скриншот, МЧС передает смс всем гражданам нашим, чтобы сидели дома, никуда не выходили. В общем, друзья, погода не дает, просто сильные морозы. И они еще будут в протяжении всего февраля, так обещают СМИ. Не знаю, конечно. Но все-таки, ребята, я психанул. И вот сейчас у нас с минуты на минуту, с часа на час я вот вернулся с тайги. Классно, ребята, я отдохнул. Пожил в избенке. Просто пожил для себя, ребят. Рыбалки в основном не было, но рыбу я поймал, я ее приготовил, я ее поел. В общем, классно провел время, ребят, скоро на канале. Ну, сегодня, ребят, собрал вас не об этом. По названию уже все поняли, что посылочка. Будем распаковывать, ребята. Сам не знаю лично, что внутри. Самому очень интересно. И давайте приступим. Погнали. В общем, ребят, вот такой пакет от Лобаева Руслана Сергеевича. Республика Татарстан, ребята. Вот такая посылка. Почти 2 килограмма. Серьезно, ребят, я не знаю, что внутри. Очень интересно. Что-то вот видно, как будто что-то посыпалось. Надо аккуратно достать. Коробка, походу, развалилась. Посылка от Руслана. Давайте, ребят, взглянем. Посмотрим. Да, вот здесь такая коробка. Вот здесь, походу, что-то у нас вылетело. Угу. 2 чебурашки, ребята. Посылка, значит, рыболовная. Очень интересно. Пакет пока сюда. Так, 2 чебурашки. Это на джиг. Ну, это просто уплотнитель, я так понимаю. Все, ребят, давайте сейчас я его сюда уберу и начнем потихоньку. Так, ну это спираль от комаров. Классно, нужная вещь вообще. У нас вот этого зверя достаточно. Главное, ребят, смотрите, как получается. Днем, да, вроде солнце, жара, но у нас грызут, а вода слепень. Утром мошка. Перед дождем мошка, а вечером комар. Хорошая вещь. 2 подставочки. Даже в палатку, ребят, хоп, поставил. И уже комфортнее. Вообще классно. Даже в избе, хоть где. Мы даже вот на шашлыках, в беседках жгем, потому что не дает у нас эта гадость. Ездил, кстати, на Печору. То со мной давно уже видели мои походы, когда я ездил. Там вообще, ребят, жестко. Дети гуляют. И все покусанные просто. Руся, спасибо. Вещь очень нужная. Опа. Это что такое? Это что такое, ребят? Смотрите. Какой-то пакет. Типа мешочек. Туда насыпаются вот бойлы. Я вижу. Затягиваются. Ложится груз. Интересная вещь. Первый раз такую штуку вижу. Ага, вот смотрите, ребят. Такой мешочек. И он потом вот так заклеивается, я так понимаю. Интересная штука. Никогда не видел. Это, походу, карповики в курсе, ребята, да, наверное? Кто тут у нас карповики, пишите. Но я реально, ребят, не видел. Вот размеры ее. Я так понимаю, 10 штук, то бишь 20. Вот, чуть даже побольше, поменьше, я так понимаю. А нет, они одинаковые. Спасибо, Руся, но, если честно, даже не видел ни разу. Очень интересно. Опа, удочка, ребят. Ну, я так понимаю, это на балансир. Да, все верно. На блесеночку, на балансирчик. Смотрите, ребят, классная удочка, классный удильничек.
Да, шикарная удилка. Самое интересное то, что, ребята, она складывается и она не лежит в таком виде, потому что в ящик она уже не залазит. Я 1000 раз таких ломал. Как раз хочу заняться, ребята, вот этими всякими блесенками. Пробовать. Спасибо, Русь, спасибо. Классная удочка. Не вижу, что за компания, но удильник классный. То, что надо. Так, идем дальше, ребятки. Ага, ремкомплект. О, у меня как раз бур сломался. Четко. Русь прям, блин, вообще в цвет. Прям угадал. 2 рукоятки, ребята. Да, и заглушечка. Блин, вот эта тема классная вообще. Я, кстати, вот искал такую вот, у меня как раз верхняя сломанная. Ремкомплект для ручек, ребят, смотрите. Но они тут под 180 все подходят. Тонаровский. Стандартный тонаровский бур. Хорошая вещь. Русь, спасибо. Эта вещь тоже нужна. Положил вот ее. Нет, она пригодится. Вот, кстати, одну уже я заменю, потому что вот одна нужна мне. Ух ты, ребята. Крючки. Целая пачка крючков. Ну, крючки ходовые вот такие, в принципе, да. Отличные крючки. Вот эти даже вообще на налимы пойдут. Хорошие крючочки, ребята. Разных нумераций, квалификаций. Шикарно. Русь, спасибо за крючочки. Целая пачка крючков. Сейчас замотаем, чтобы не потерять. Вот так. Так. Вот тут я вижу, ребят, есть у нас стопорки. Да, стопорочки. Стопорочки, кстати, хорошего размера. Вот на продольник, на желицы. Вот многие ставят, я вот почему-то не ставлю. Надо как-то попробовать поставить стопорочки. И вот, ребят, вот такая куча кивков. Кивочки. Ну, кивочки хорошие. Не жесткие. То, что надо. А вот такие вот как раз хочу сделать, ребята. Сейчас много смотрю на комбайны. Вот ребята рыбачат на северах. Ну, Красноярск, там не Красноярск. И вот как раз такие вот у них стоят жесткие. Вот надо попробовать собрать 2 комбайна. И вот сейчас к весне буду переходить опять по налиму. И попадается там ясь. Хочу попробовать. Ну, как раз, Руся, твои кивочки я и поставлю. Угу. Тоже туда уберем. Короче, Русь, затарил ты меня опять. Точнее, не опять, а затарил к сезону. На самом деле, ребят, все летит очень быстро. Когда часто много ездишь на рыбалку, то расходники, они прям улетают. И раз пацанам тоже даю. Потому что, ну, присылают мне люди, как бы. Я знаю, что у меня есть, а у пацана нету, допустим, да, у парня. Я, конечно, дам ему в любом случае. Так, интересная трубка. Пока не могу понять, для чего. Это не фидергам, но что-то я пока не могу понять. Ребят, будем разбираться вместе с вами. Так, груз чебурашка. Я так понимаю, что это вот отсюда. И они, походу, высыпались. О, колокола, ребята. Колокола — это серьезная вещь. Интересно, монтаж колокола, ребят, смотрите. Вот такие вещи. Цепляются они вот так. Вот я вот видел, вот, кто на резинке рыбачит, вот такие колокола вешают. Какие-то вот перетяжки вот ставят. На донке, я не знаю, пойдут, не пойдут. Ну, в целом,
Почему нет? Пойдут, конечно. 4 колокола, ребята. Все в тему. Так, ребят, ну это зевничек. Зевничек вот в таком исполнении. У меня вот получается здесь резинки такие, а здесь вот получается вот железные. Зевничек. Шикарно. Две блесны, ребят, смотрите. Вот такая колебалочка. И вот Мэпсик Циклоп. Всем известная, наверное. Мы, кстати, разловили ее. Неплохая блесенка. Только единственное то, что здесь наклейка. Я так понимаю, здесь, наверное, тоже она. Да, вот она наклеечка, ребят, она вот слетает. А так в целом блесна неплохая. Да, разловили мы ее на таежной речке, на сплаве. Только был желтый, а вот это зеленый. Все пойдет в коробочку, в летнюю, по-любому. Так, ребят, ух ты, вот это что-то серьезная какая-то вещь. Это какая-то серьезная вещь. Это что-то такое интересное. Смотрите, ребят, сколько крючков на основной леске. Тут получается с грузилом. Это типа как какая-то стуколка. Не знаю, вот на какую рыбу это, на судака использовать или на налима можно будет ее использовать. Ну, интересная вещь. Интересная вещь. Я, конечно, первый раз вижу такую вещь. Вот. Ну, что-то походу, да, что-то походу типа того. Здесь двойничок, а здесь тройничок. Вот такие две вещицы. Будем разбираться. Не знаю. Ну, Республика Татарстан и Республика Коми, конечно, это совсем разные республики, и рыбы водятся разные, так что куда-то, ребят, куда-то мы будем использовать. Еще зевничек, ребят. 2 зевника Руся послал. Один подгоню. Так, ну, всем известные грузила. Так, здесь топорки, ребята. Здесь набор грузил. Получается, до 2,5 грамм есть. Дробиночки с прорезиком достал. Чик. Тоже вещь нужна. Так, ребят, ну это что-то интересно. Это шнур, ребята, это шнур. Вот это да, вот это вещь, конечно. 0,3. 0,3. Вот такой шнур, ребята. Такого цвета. Я люблю, кстати, такие цвета. Розовые такие. Хотя многие говорят, типа рыбу отпугивает, да. Мне наоборот, мне очень красиво смотрится, это раз, во-первых. Вот такой шнур. 110 метров. Интересный такой монтаж, конечно. Ну, метраж я имею в виду. 150, 110 еще не видел. 34 килограмма разгрузка. Кайдовский, кстати. Вещь классная. Вот это к сезону прям пойдет. Это даже не один, ребята. 0,2. Вот это да, вот это уже на спиннинг можно будет лупить, а это на фидер. На фидер чуть потяжелее, там в принципе разницы нету, а здесь вот, блин, Руся, вообще красота, спасибо, брат. Обновлю как раз я шнур, обновлю шнур, а старые шнуры, как бы там уже есть немножко завихрения, они пойдут на закидушки, там уже ничего страшного. Вот такая сумочка. Ну это... Ага. Я думал, она пустая, ребят. Смотрите. Вот такие блесенькие. Такая мормышка, я так понимаю. Интересно. Вот, кстати, сейчас буду делать, как я сказал, комбайн.
И вот вместо крючков можно, в принципе, на изя вот ставить вот сюда и уже цеплять черви. Блин, вот это классно как раз, Русь, в тему пойдет. Вот, и смотрите, ребят, какие мормышечки. Черные. Блин, Русь, ты как будто знаешь то, что нужно. Вот эти мормышки будут классно работать по яйцу. Круто, круто. Вообще все рабочие, 100%. Блин, от души, Русь. Красота. Блин, я уже в шоке. Нифига себе накидал, блин. Еще не заканчивается, ребят. Еще одни грузики. Здесь уже потяжелее. А нет, тоже 1,8 грамм. Ну, все ходовые такие. Так. Опа. Я так понимаю, ребята, наколенники. Да, все верно. Наколенники, но уже более такие качественные, я так понимаю. И уже в камуфляже. Камуфляж я очень обожаю. Не знаю, ребята, это карман или что-то еще. В принципе, да, если наколенник одел, здесь, в принципе, можно и под карман его использовать. Классно. Блин, наколенников можно целую сборную хоккея составить. Классно, Рут, спасибо. Крутые наколенники вообще. Четкие. Вот такой балансир. Ну, такой крупноватый. Явно щучий. Хороший балансирчик. Расцветка такая интересная. Я вот как раз хочу, ребят, все пробовать на балансиры рыбачить. Почему нет, да? Если вот, допустим, на жалицы попадаются, значит, можно и щуку там пробовать долбить. А у нас никто не рыбачит, этим не занимается. И надо пробовать. Пойдет в коробочку. Так. Ну, вот здесь, я так понимаю, грузила, ребят, которые рассыпались. Вот такие, как в вертолете какой-то идет. 20 грамм, видно, на ней написано 4 штучки. И вот такая куча чебурашек. Так, сейчас я вот сюда положу их, где они были. Ну вот, ребят, смотрите, какая посылочка. Прям, не знаю. Да, что-то прям сейчас нужно, что-то будет к сезону. Наколенники, кстати, у меня одни порвались уже. Очень круто, очень хорошая посылка. Блин, ребят, ну слов нету. Единственное, то, что я вот пока не понимаю по поводу вот этого и вот этого. Кто в курсе, пишите. Русь, сам будешь смотреть, дай знать. Ну вот, нет слов, одни эмоции. Друзья, такая посылочка от Руслана. Крутая посылка. Все в цвет. Все прям по красоте. Не знаю. Мормышки, ребят, вообще классные. Не знаю. Мне прям уже охота их сейчас распечатать. Потому что мормышки все рабочие. Вот видно. Наколеннички. Шнур вообще. Это каждый наверное, сезон, каждая весна уже думаешь, надо покупать шнур. Все круто. Все классно. Спасибо, Русь, тебе огромное, спасибо за такой подарок, реально очень приятно, потому что делается это все от души и явно человеку не безразлично смотреть, он смотрит, значит, канал и как бы понимает смысл всего, то, что происходит на канале, как житуха здесь, какая рыбалка здесь, очень приятно. Постоянно я говорю, Русь, если будешь проездом или соберешься в наши края, пиши, в любом случае встретим. Накормим, напоим, будешь как гость. Спасибо огромное. Еще раз большой привет семье, здоровья, счастья. Ну и вам, ребята, хороших трофеев, хорошей погоды, не замерзаем. Ну и увидимся на рыбалочке.